Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Ну и, пожалуй, начнем с главных новостей. Указ президента Республики Таджикистан об объявлении 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан в целях ускорения развития села, туризма и поддержки народных ремесел постановляю объявить 2019-2021 годы годами развития села, туризма и народных ремесел. Исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан в месячный срок разработать и представить для утверждения план мероприятий по выполнению настоящего указа. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 2 января 2019 года. Также сегодня президент Республики Таджикистан подписал 2 усовершенствованных закона и несколько законов о внесении изменений и дополнений в действующие законы, которые принял Маджлиси Намояндагон и поддержал Маджлиси Милли, в том числе закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан и о внесении изменений в дополнений в Кодекс административных правонарушений Республики Таджикистан, которые направлены на усиление ответственности врачей, работников салонов красоты, парикмахерских и предприятий по обслуживанию, которые из-за несоблюдения санитарно-гигиенических правил и норм стали причиной заражения вирусом ВИЧ-СПИД, а также усиление ответственности лиц, которые занимаются незаконным ввозом, производством и оборотом низкокачественных, поддельных, фальшивых медикаментов, не отвечающих установленным стандартам лекарственных средств, срок действия которых истек. Другим изменением, внесенным в Уголовный кодекс, усилена ответственность за умышленное заражение другого лица вирусом ВИЧ-СПИД. Одновременно с этим нашли свое правовое регулирование вопросы, связанные с торговлей людьми. Изменения, внесенные в закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Таджикистан, о внесении изменений и дополнений в Процессуальный кодекс Республики Таджикистан, о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, о внесении изменений и дополнений в Экономический процессуальный кодекс Республики Таджикистан, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о финансовой аренде, лизинге, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о банкротстве, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об исполнительном производстве, предусматривает выполнение нормативов закона Республики Таджикистан о залоге движимого имущества и регистрации обеспеченных обязательств и упрощение порядка обеспечения обязательств, а также своевременное выполнение кредитных обязательств. Подписанные законы направлены на защиту здоровья населения и охрану прав и свобод гражданина и человека, развитие банковской системы страны, государственную поддержку предпринимательства, развитие и процветание различных сфер общественной жизни. Полный текст принятых законов в ближайшие дни будет опубликован в официальной прессе страны. К другим темам. Выступая с очередным посланием к парламенту страны, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал 4-ю стратегическую цель – это развитие индустриализации страны. По словам главы государства, ранее были определены 3 стратегические цели, к достижению которых стремился Таджикистан. Это достижение энергетической независимости, выход из транспортной изоляции и продовольственная безопасность. Если наша страна развивала аграрный индустриальный комплекс, то теперь необходимо перейти к развитию индустриально-аграрного комплекса. В связи с этим 4-й стратегической целью, стоящей перед государством, является индустриализация страны, подчеркнул лидер нации Эмомали Рахмон. Зумрат Файзиева продолжит тему. В результате осуществленных правительством страны мер за последние 3 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте выросла с 15,2% до 17,3%. С учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и создании рабочих мест, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании парламенту страны предложил ускоренную индустриализацию страны объявить 4-й национальной целью. Принимая это во внимание, глава государства поставил цель до 2030 года долю сферы промышленности в валовом внутреннем продукте увеличить до 22%. Для достижения этой цели необходимо взять под решительный контроль осуществление принятых отраслевых программ и инвестиционных проектов и обеспечить их эффективность и качественность. Поэтому лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил освободить от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины сырьевую продукцию, импортируемую в страну для переработки и производства конечной продукции, кроме сырья, производимого в Таджикистане, и подакцизных товаров, а соответствующим структурам поручил в течение 1 месяца определить порядок реализации данной льготы.
Стимулирующие меры по организации импортозамещающего производства дали возможность за счет отечественного производства обеспечить население основными продовольственными товарами, домашней утварью и стройматериалами и таким образом за 3 последние года снизить на 3 миллиарда сомани или 31% объем импорта пищевой продукции из-за рубежа. В текущем году из 20 видов товаров и продукций, ориентированных на экспорт, обеспечено увеличение производства 15 наименований. Но неконкурентоспособность и высокая себестоимость продукции некоторых предприятий, несовершенство путей защиты интересов экспортеров за пределами страны все еще не способствуют диверсификации производства и экспорта. Поэтому правительству Таджикистана необходимо наладить выгодное сотрудничество с приграничными странами для расширения экспортных и транзитных возможностей страны, транзитных перевозок товаров и продукции и создания зеленых коридоров. В ходе очередного послания к парламенту страны лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также предложил объявить 300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. По его словам, данная инициатива предложена с целью дальнейшего поддержания предпринимателей в стране, с целью повышения правовых, финансовых и экономических знаний предпринимателей, оказания помощи в разработке бизнес-проектов и поиску путей их реализации, в особенности для новообразованных субъектов предпринимательства, а также привлечения молодежи к предпринимательской деятельности, правительству Таджикистана необходимо принять конкретные меры для организации в городах и районах центров обслуживания для предпринимателей, которые одновременно будут выполнять задачи бизнес-инкубаторов, подчеркнул глава государства. Эта идея была поддержана и на заседании правительства 28 декабря. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. Озвучивая очередное послание парламенту страны, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что за 1 год невозможно добиться полного развития таких важных отраслей, как туризм и народные ремесла. Поэтому необходимо продолжить развитие этой сферы на благо страны в последующие годы. Глава государства объявил 2019-2021 годы годами развития села, туризма и народных ремесел. Озвучивая очередное послание парламенту страны, в Душанбе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что за 1 год невозможно добиться полного развития таких важных отраслей, как туризм, народные ремесла. В своем послании лидер нации отметил, что объявление 2018 года годом развития туризма и народных ремесел дало серьезный импульс осознанию важности этой сферы в социально-экономической жизни народа. Число туристов, посетивших Таджикистан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,5 раза. Поэтому необходимо продолжить развитие этой сферы на благо страны в последующие годы. С учетом необходимости развития инфраструктуры села, глава государства предложил объявить 2019-2021 годы годами развития села, туризма и народных ремесел. Эта инициатива лидера нации стимулирует деятельность туристических компаний по повышению отраслевых показателей, а также способствует совместно с государственными структурами возрождению туристической индустрии в стране. Туристические компании поддерживают своевременные напутствия главы государства и с высоким чувством ответственности готовы затратить огромные усилия на подготовку различных программ в сфере туризма и привлечение большего количества иностранных туристов. В 2018 году была принята стратегия развития туризма до 2030 года, и туристические возможности Таджикистана максимально представлены на мировой арене. Однако для развития инфраструктуры отрасли необходимо принять дополнительные меры. Между тем, лидер нации добавил, что в этом году в республике создано 350 тысяч новых рабочих мест. Число граждан, выезжающих в трудовую миграцию, сократилось на 25%. Касаясь вопроса о повышении уровня благосостояния общества страны, глава государства добавил, что важное значение должно придаваться повышению социально-экономической ситуации в стране и на этой основе обеспечению достойной жизни населения страны. Народные ремесла таджиков – это золотое наследие, которое поистине является сокровищницей мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство спокон веков славится уникальными образцами художественной обработки камня, дерева, кости и ганча. Работы таджикских резчиков по дереву и по сей день высоко ценятся не только в Таджикистане, но и за его пределами.
Художественная резьба по дереву чубкори – одно из древнейших и наиболее распространенных видов декоративного искусства. Резьба по дереву применялась при украшении колонн зданий, а также для изготовления предметов быта. Раньше по многообразию и насыщенности извивов, количеству узоров и орнаментов на входных дверях, а также в доме определяли статус хозяина. В каждом регионе Таджикистана резчики по дереву создавали свои неповторимые орнаменты. В современном Таджикистане искусство резчиков по дереву не забыто, а наоборот получило новый виток развития. Примером этого может служить зал «Гулистон» комплекса Кохи-Навруз общей протяженностью более 6,5 квадратных метров, украшенный резной работой мастеров из Худжанда, из Фары, из Саравшана. Резные колонны и двери, выполненные таджикскими ремесленниками, представляют собой уникальные архитектурные шедевры, отражающие полет творческой мысли и высокого мастерства таджикских умельцев. Еще одно направление резьбы по дереву – это изготовление посуды, мебели и предметов быта. В Таджикистане есть целые династии мастеров, для которых занятие ремесленничеством является семейным делом. Махмадали Мухаммадиев из Шахринава сам давно занимается резьбой по дереву и передает свое мастерство своим детям. Я считаю, что каждый человек должен освоить какое-то мастерство и стараться довести его до совершенства. У меня хорошо получается обрабатывать деревянные изделия, потому что я люблю свое дело. И мои дети тоже с удовольствием занимаются этим ремеслом. Я горжусь тем, что сам воспитывал в детях трудолюбие. И я уверен, что мои дети никогда не будут нуждаться, ведь они владеют мастерством, которое всегда будет востребованным. В Таджикистане в каждой семье есть деревянные тарелки, которые используют в быту, особенно для подачи таких национальных блюд, как курутоп и фатир-шурбо. Деревянные тарелки создают вручную из деревьев орех и чинара. Древесина этих пород деревьев используется с учетом критерий прочности и долговечности. Каждый вид древесины имеет свой собственный запах. Особенно ценятся изделия из ореха. Они добавляют блюду красоту, насыщенность вкуса, делают блюдо более изысканным. В народе считают, что еда из деревянной посуды является более целебной. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, телевидение, Таджикистан. В Таиланде 314 человек погибли и 2848 пострадали в результате аварий. Число погибших в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией Усман, увеличилось до 75 человек. В Магнитогорске под обломками дома найдены тела еще нескольких погибших. Число погибших достигло более 20. 7 человек погибли в результате наезда грузовика на хижину в Индии. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоге зарубежных новостей. В Таиланде 314 человек погибли и 2848 пострадали в результате аварии. Отмечается, что в Таиланде новогодние праздники начинаются 27 декабря и длятся 7 дней. В итоге с 27 по 31 число было зафиксировано более 2800 дорожно-транспортных происшествий. Самыми распространенными причинами ДТП стали вождение в состоянии алкогольного опьянения и значительное превышение скорости. В большинстве инцидентов участвовали мотоциклисты. Число погибших в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией Усман, увеличилось до 75 человек. Ранее сообщалось о 60 погибших и 18 пропавших без вести. Всего более 191 тысячи человек оказались затронуты стихией, 16 пропали без вести. Число жертв нуждается в проверке и подтверждении и не является официальным. В Магнитогорске под обломками дома найдены тела еще нескольких погибших. Число погибших достигло 14 человек. Жители города собрали для жильцов разрушенного подъезда гуманитарную помощь в количестве, прикрывающем их потребности. Власти города поблагодарили магнитогорцев за помощь на официальном сайте. Пока неизвестно местонахождение около 30 человек. В числе последних из-под обломков извлечено тело девочки в возрасте около 3 лет. Трагедия в многоэтажке на проспекте Карла Маркса произошла рано утром. В понедельник, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа там обрушился подъезд. Спасательные работы продолжаются. При разборе завалов специалисты, в числе прочего, используют телевизионно-звуковую систему поиска. Им также помогают кинологи.
7 человек погибли в результате наезда грузовика на хижину в Индии. Как сообщается, водитель грузовика, перевозившего рогатый скот, пытаясь уйти от преследования полицейским фургоном, не справился с управлением и въехал на полной скорости в хижину, расположенную на обочине дороги. В результате ДТП погибли 7 человек, среди них 2 женщины и 4 ребенка. Все погибшие были членами одной семьи. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!